Высокий суд, я хочу сказать, что мне выпало выкладать у одном из наилепших университетов країни. Робила я это не за гроши, а за сумление. Я верю, что рано или поздно придет день, когда они, и мы все сможем жить в вольной, счастливой краине, побудованной нашими властными руками. В Украине, где талентом будет открытый шлях, где щирість, добриня и розум будут цениться найперше у людях. Одиного хочется пожелать, как в этот час надышел учей. Машенька, моя милая, дорогая девочка, я тебя поздравляю с наступающим днем рождения. Моя маленькая принцесса, я люблю тебя больше всех на свете. Думаю о тебе каждую минуту. Когда-нибудь я обязательно вернусь, честное слово. А пока мысленно крепко-крепко обнимаю тебя. Я считаю, что это уголовное дело исключительно политически мотивировано. Хотя моя инициативность была направлена на достижение развития перемен к лучшему в своей родной стране. Я не был насилен финансово или каким-либо влиянием. Но вне зависимости от того, что меня ждет, я стану свободным человеком, потому что я могу самостоятельно мыслить и принимать решения. Остальным фигурантам желаю наилучшего выхода из ситуации, наложниками которой мы станем. Мы – будущее. Мы – поколение толерантности, свободы и желания изменить мир к лучшему. И это не преступление. Это мы. Мне все еще больно, но мне уже не страшно. Я не верю людям, но я никогда не перестану верить в людей. Я в заключении, но моя свобода внутри. В моих действиях отсутствует состав преступления, и единственный справедливый приговор будет оправдательным. Я люблю Беларусь со всеми ее плюсами и минусами, даже спустя 8 месяцев в тюрьму. Конечно, больше всего я переживаю за своих близких, родителей и бабушек дедушек. И представляю, каким же ударом стало мое страдание, за что я чувствую свою вину перед ними. Сегодня я отмечаю 8 месяцев со дня нашего задержания. 243 дня мы, 12 подающих надежды молодых людей, провели в СИЗО, вместе полным мрака, страха и ужаса. Представляете, его создают сами люди, иногда такие же молодые, как мы. Эти 8 месяцев режимных мероприятий не смогли переубедить меня в том, что страх рушит доверие, и все то, без чего не может существовать и функционировать здоровое общество. Поэтому и по сотни других причин моим последним словом будет свобода. Не должны находиться в СИЗО, в колонии. Это путь никуда. Немного познакомившись с обвиняемыми на ознакомление, могу сказать, что они очень близки. В творчестве умные люди, патриоты своей страны. Я горжусь тем, что я белоруска, и что таких великих людей из нас большинство. Я горжусь своими родителями и тем, что меня воспитали именно так. Моя семья – настоящие герои для меня. В материалах дела как раз найдутся доказательства, что я именно такая, какой меня воспитали. Творческая, отзывчивая, хорошая подруга, всем научусь. Однако не найдется доказательств моей вины. Если не останется способных аналитиков, архитекторов, ученых, никто не должен спрашивать, почему так произошло. Ответ перед вами. Он во всем, что связано с этим делом. Он в наручниках, он в запросе обвинения, он в противоречивых показаниях свидетелей. Он в том, что мы вообще находимся здесь,